смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И рад вам представить гостя нашей студии. Это хореограф Денис Сенкевич. О чем думает таксист? О том, чтобы быстрее доехать. Что чаще всего коллекционируют люди? Деньги. Что на свете всех милее? Женщина. Что можно говорить вместо слова «алло»? Йоу. Денис Сенкевич, хореограф, педагог, основатель танцевальной студии «Этаж Ларри». В танцах занимался всем, начиная с хореографии в клипах, заканчивая постановкой церемонии открытия вторых европейских игр в Минске. Денис, привет. 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 Денис, ты основатель танцевальной школы «Этаж Ларри». Да. Расскажи, пожалуйста, немножечко о ней. Что вы там делаете? Танцуете, да, наверное? Да, мы там танцуем. Это такой плод работы давнишней. Мгм. Это четвертая попытка моя основать студию. Почему? Вот. Ну, до Четвёртая. этого были какие-то маленькие попытки, какие-то, может, детские попытки организации студии, да, где я делал все и за всех, и преподавал, и занимался бухгалтерией, и занимался управлением, и так далее, и так далее. А сейчас уже подошел к этому процессу серьезно. Сделали мы большую, создали команду, за которую я очень горд. И получилось создать действительно большую, хорошую студию, в которой сосредоточено много танцевальных направлений. И мы, собственно, обучаем танцевать. А какие танцевальные направления? А, Чему можно у вас научиться? Я хочу contemporary танцевать. Можно. 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 Брейкданс. Нет, Брейкданс нет? нет. Почему? У нас брейкданс развит очень хорошо. И у нас есть отдельные большие студии, которые занимаются Конкретно брейкдансом. брейкданс. Да. Значит, у вас есть попотряс, да? А чуть-чуть. Есть? Да. Отлично. А что еще? Есть хип-хоп, есть джаз-фанк, самые базовые, самые основные вот это стили. вок, Есть вок, да? да. Тектоник. Это вок. Это вок. Я тебе потом покажу, как это делается. Скажи, пожалуйста, Денис, а может ли к тебе прийти в студию человек с нулевой подготовкой? Конечно. Вот, типа, я не умею танцевать, правда. Я могу к тебе прийти? Да, на данный момент где-то 50 на 50 студенты строятся в студии. 50% это начинающие танцоры, 50% уже продвинутые продолжающие Мгм. танцоры. Но в целом в течение года какие-то группы добираются, и мы всегда готовы принять совсем нулевых танцоров. Как я. А скажи, пожалуйста, вот чем вы отличаетесь от других похожих школ? Ну, не то чтобы там конкурентов, но опять же, школ много. Ваша особенность есть какая-то в чем-то? В этом плане и в плане «Этажа Ларри» конкретно я занял такую позицию перестать сравнивать. То есть мы больше сосредоточены на том, что мы делаем. А мы стараемся делать авторские ивенты, составлять авторские программы обучения. И мы очень держимся за то, чтобы наши ученики были гостями студии, чтобы мы их принимали как гостей студии, чтобы они чувствовали себя там комфортно, чтобы они могли найти ответы на любые вопросы и получить все то, что они хотят, когда они к нам приходят. Вот на это самый большой фокус. Денис, ты говоришь, у вас есть различные курсы новые, вот Ларри тренинг программ. Расскажи поподробнее, что это такое, пожалуйста. Я зайду немножко издалека. Такой долгий промежуток времени в Белоруссии среди танцоров проседал, я бы сказал, патриотизм. То есть белорусские танцоры ходили к белорусским педагогам заниматься, но все равно самые там большие фанаты, лидеры у них были, это зарубежные танцоры. Вот. Ларри тренинг программа в первую очередь нацелен на Беларусь. Показать, что наши белорусские педагоги, они тоже очень высокого уровня, что действительно так и есть. И цель этой программы взять несколько стилей, 2-3 стиля, и попробовать за 9-дневный срок обучить начинающих танцоров, научить, показать им, что это за стиль, что это такое, ввести в курс дела, и даже по итогу в самом конце поучаствовать в каком-то танцевальном продукте, то есть почувствовать себя артистами. И продолжающий уровень — развить немножко больше талант, посмотреть, что наши педагоги, что потенциал наших педагогов гораздо шире, чем то, что они преподают за 1 час всего лишь или за 1,5 часа у себя на занятиях. Денис, а у тебя есть какой-то любимый трек, вот под который ты любишь или танцевать, или тренироваться? Нет, определенного трека нет. Вообще всегда, когда спрашивают даже, какой у меня любимый исполнитель, артист и так далее, не могу ответить, потому что каждый месяц это меняется.
Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях хореограф, основатель студии танцев Денис Синкевич. Денис, мы знаем, что ваша студия приступила к подготовке масштабного отчетного концерта. Раскрывай карты, рассказывай, что ждать телезрителям и просто зрителям, кто придет. На этом концерте мы хотели немножко выйти из рамок обычных отчетных концертов. Хотелось бы показать такое цельное действие, которое может сделать студия, взять весь потенциал всех студентов, а их немало. Сколько? Вот. Ну сколько, да, мне интересно прям. Вообще около 500 студентов в студии занимается. Иногда чуть-чуть больше, иногда чуть меньше, но я думаю, что в концерте будет участвовать около 300. Денис, с чего рождается танцевальная постановка? С какой-то идеей? Возможно, ты услышал какой-то трек музыкальный, либо ты что-то ходил и танцевал, и такой, а вот сейчас вот это вот что-то соединить все, и получится что-то классное. У меня все-таки начинается с идей. Мы садимся с нашей командой Тажалари, озвучиваем идею. Возможно, это не моя идея, а у кого-то из ребят, да, которые в команде. И мы пробуем ее развивать, разгонять, как мы называем это дело. И получается что-то, да, какой-то такой продукт, иногда недосягаемый в голове. И после этого получается, после этого проходит какое-то время, неделька, где мы это все дело обмозговываем, думаем, приходим уже к трекам конкретным хореографам, кто этим будет заниматься и так далее. А вот как преподаватель, ты для учеников ставишь какие-то цели более возвышенные, более которых трудно достичь? Ну, не просто научиться танцевать, там, что-нибудь занять, какое-то место, там, награды какие-то завоевать. Всегда ставлю цели. У меня уже давно в целях не стоит участие на каких-то там чемпионатах, фестивалях и так далее. Просто иди сломай березу. Да, для меня... Балерине сказал Денис, иди сломай березу. Для меня большая цель — это чтобы танцор, ученик меня как педагога поразил, чем-то удивил, сделал что-то новое и необычное. Вау! Вот эта реакция должна быть. Вот эта реакция должна быть. Я поразила. Возьми меня, пожалуйста, на этаж Ларри. Я тоже. Не могу. Нет, Денис на меня больше удивился, поэтому я с цокольного поднимаюсь на первый. Денис, что для тебя самое сложное в преподавании? Я думаю, что психология танцора, который приходит на занятия. Я преподаю уже давно-давно, и совсем недавно я только начал этому уделять большое внимание. Что человек, который приходит на занятия, у него есть цель конкретно научиться танцевать. Да, но у него есть куча блоков, которые мешают ему в этом. Он может быть стеснительный, он может быть необщительный. И огромная задача педагога выявить эту проблему и попробовать решить его на психологическом уровне. Вот, потому что физические какие-то движения сделать достаточно легко. Просто, если не получается с первого раза, надо повторить 10 или 100 раз, и обязательно получится. А весь основной блок — это на психологическом уровне у танцоров. Прям все серьезно, это не Конечно. просто хоп-хоп. Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, танцы — это хороший способ подтянуть свое тело? Очень хороший способ. Работает, в принципе, все группы мышц. Все тело включено, взаимодействие очень большое, и если хорошо потренироваться, можно чувствовать крепатуру прямо во всем теле. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях хореограф, основатель танцевальной школы Денис Синкевич. Денис, мы для всех наших гостей готовим небольшие активности, интерактивы, и ты тому не исключение, поэтому предлагаю тебе поиграть в игру «Эти глаза напротив». Правила, в принципе, не очень сложные. Мы видим вот известных людей. Это Джиган, Тимати и Мот. А также в последнее время стало модным, востребованным приложение «Градиент», в котором можно распознать национальность того либо иного артиста. То есть оно все перемешано. Мы должны отгадать, кому подходит больше какая национальность из этих звезд. В процентном соотношении. Да. И, в принципе, будем тебе, если что, помогать. Давай прикидывать вместе, размышлять. Мне кажется, Тимати больше подходит. Вторая.
Почему? Расскажи нам. Там слишком много израильтянина. Да, немножко, очень много, не немножко, очень много бороды. 74. Вот ты думаешь, это примерно так? М, Вот так, да? Давай разберем дальше. Тогда Джиган и Мот у нас остались. Кто у нас болгарин? На я 44%. Я думаю, больше мод у нас болгарин. Ну, У Чуть-чуть. него тоже прям вот здесь, конкретно на этой фотографии, Да, много еще бороды. зубы ему золотой коня, как бы пошел бы точно за Поэтому он болгара. чуть-чуть больше на израильтянина похож. Мгм. На 28%. И Джиган у нас белорус, да? Ну, мне кажется, очень даже Да, похож на еврейский белоруса. белорус, да? Он же еврей. Ну, вот как-то незаметно здесь. Незаметно, ну да, да. Так, Денис, мы отгадали твоего тезку, Дениса. Ага, мгм. Он белорус, оказывается, на 62%, являясь евреем по национальности. Получается, Тимати это у нас Больше болгарин. да, на 44%. А А Мот Любит мацу. на 74%, Аж на да? 74%. Получается. И это правильный ответ. Денис, у нас появились новые картинки, новое задание для тебя. Но мы решили усложнить. Ты очень быстро и отлично справился, поэтому сейчас у тебя есть 30 секунд на разгадывание этих 3 людей и к какому процентному соотношению рас, национальности они принадлежат. Мгм. А Готов? мне вот кажется, я не могу понять, что я делаю в этой компании. А ты С смотри. Петросяном и с Малышевой. А ты что-то среднее между Петросяном и Малышевой. Итак, Денис, ты готов? Да. Итак, Я Малышева. думаю, что Кто? Малышеву надо поставить на 2-ю позицию, потому что Френч 21 ей больше подходит. Френч 20, хорошо. А Лешу двигаем на Руссия? низ, А, потому что я что-то в ушел нем на есть дно. норвежского. Я ушел на дно. Нар- Петросяна наверх. 67 Россия и британец на 30. Вот мне так кажется. Справились. Yes, все, отлично. И правильный ответ? Неправильно. Все неправильно. Смотри, получается, Петросян это 76% белорусочки, понимаешь? Мгм. А Рося, Рося, говорю, Леша Вообще всё неправильно. россиянин, да, и Малышева слегка норвежская. А? Смотрите, Вот Леша, так французское что-то. Ты- О, мне смотри, я нашлось. вообще-то на 30% англичанин. Ну, на самом деле, да, что-то есть. Вот, целуй перси. слушай, ну в целом я твою логику, как ты отгадывал, я понимала, но видишь, логика пошла не туда. Что-то пошло не так. Да. Денис, появились новые картинки. Это Мгм. женщины. Мгм. Скарлетт Йоханссон, Елена Степаненко и какая-то блондинка. Итак, Это ты себя не узнаешь? нет, нет, я не узнаю себя в гриме. Итак, давай попробуем. Да, давай. Поехали. Я думаю, что Скарлетт Степаненко Мгм. это больше Айриш. Айриш? Ага. Скарлетт надо оставить на Норвиджиан. И Мгм. вот эту вот блондинку Ага. Оля надо ставить на 2-м. Вот так, да? Да. Беларусь готовы. 57%. Я тебя поздравляю. Ты большой молодец. Все неправильно. Все неправильно. Как так? Так, смотри. Оказывается, я норвежская. Я Мгм. норвежская женщина. Норвежская. Скарлетт Йоханссон Ириш. Или Ириш. Может, она не знает. Айриш? А Елена Степаненко белоруска. Вот прям типичная белоруска, да? Мне кажется, все понятно. А у тебя откуда Норвегия? Это вот поэтому тебе мороженое рыбой пахнет. Мы вернулись снова в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях хореограф, основатель студии танцев Денис Синкевич. Денис, подскажи, пожалуйста, вот последнее время просматривается такой некий бум проявления интереса к танцам. То есть, может быть, это как-то связано с проектом «Танцы» на ТНТ. Вот как ты вообще сам относишься к подобным проектам? Ну, проект «Танцы на ТНТ» однозначно повлиял
на сознание людей, что танцы Это классно. это классно, да. Как ты считаешь, а почему в Беларуси нет аналогов проекта «Танцы на ТНТ»? Финансовая составляющая, Я думаю, возможно, да. Все-таки это не дешевое удовольствие, и может быть небольшая неуверенность в белорусских танцорах. Но на самом-то деле, за последнее время украинский проект «Танцуют все», российский проект «Танцы», он очень много перемолол белорусских танцоров. И последние 2 года мы делаем кастинг проект «Танцы на ТНТ» на базе нашей студии «Ташлари». Приходит много-много людей. И очень-очень сильный уровень танцоров. А почему ты сам не ходил на кастинг? Для меня больше боязнь того, что я потеряюсь на 3 месяца. И больше уже намерен тренировать все-таки, воспитывать ребят, которые бы поучаствовали в таких проектах. Ну, получается, самому не хочется уже. Нет. Денис, насколько ты сам часто посещаешь мастер-классы, чтобы повышать свой уровень? Ты ж помимо того, что ты педагог, да, ты же еще как-то должен сам расти. Конкретно я раз в полгода я посещаю мастер-классы. Причем это могут быть танцевальные лагеря большие, там 7, 9, 10-дневные. Мне это очень важно, потому что я вижу свой уровень, вижу свое развитие, то, что я показываю, чему я учу студентов, и мне это за 2-3 месяца надоедает. И всегда нужен новый поток вдохновения, новый поток осознания своего тела, как что оно может делать, да, и поэтому раз в полгода я стараюсь всегда посещать. Денис, знаешь, какой меня вопрос интересует? Вот вопрос на честность. У нас в Беларуси может зарабатывать нормальные, достойные деньги хореограф? Может. Да? Ему надо Как? очень много работать. Очень много поработать над, во-первых, своим уровнем. Очень много поработать над self-production. Все-таки преподавание танца — это больше творческая часть. И здесь нужно думать больше про творческую составляющую. Я знаю очень много примеров, когда хореографы переходят эту грань, и они начинают больше думать про заработок, про деньги. У них всегда творчество уходит на второй план. И эти педагоги, они могут оставаться, или хореографы, они могут оставаться в топе, они могут узнаваемыми быть, знаменитыми и так далее, но нового потока, какого-то нового вдохновения в них не словишь. Иногда смотришь на то, что они сделали, и кажется, что они вернулись немножко. Откатились назад. Да, мы смотрим и говорим, это 2000-е. Я бы рекомендовал все-таки не забывать про эту часть. Меньше думать про деньги, а больше думать про творчество. И когда педагог создаст что-то действительно сногсшибательное, что взорвет сознание людей, тогда, соответственно, и деньги придут. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях хореограф, основатель студии танцев Денис Синкевич. Денис, у нас пришло время очередного интерактива. Ты готов? Да, конечно. Итак, у нас активность мастер-класс. Правила предельно простые, то есть ты принес, мы знаем, какую-то композицию музыкальную, ты нам показываешь движения, которые ты придумал. Ты тоже принес. Ты тоже принес с собой. Мы пытаемся их повторить и выучить, а мы будем менять композиции только. Ну, и это будет, повторять это. наверное, смотреться немножечко нелепо, да? Под твои движения под разные музыкальные сопровождения, да? Возможно. Это возможно, Да. конечно. Но сразу скажем тебе, лично я не танцор, а ты? Я танцор от Бога. Это значит тоже не танцор. Ну что, Ну покажешь? что, поехали? Да. Поехали. Мы сидим. Мы Да, сидим. давайте Да. послушаем композицию. Давайте послушаем. Ага. Stand up! Stand up! Stand up! When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I Легко. move, you move. Just like Я думала, это будет сейчас Валерий Меладзе, нет? Смотрите, очень просто. Давайте просто покачаем в бит. Ага. Оп. Ца. Оп. Ца. Ца.
Чуть-чуть разворачиваем плечики. Заверуха, Чик, метель, заверуха. чик, Я чик, кричу чик. тебя, А еще разок. Послухай. Я не могу. Мы начинаем направо. Направо, Да. направо Да. наше? Да, вы начинаете направо, я Хорошо. налево. Я всегда буду говорить зеркально. 7, 8. И раз, два, 3, 4, 5, 6. Отлично. Мы расслабленные, мы не напрягаемся, спокойно сидим, как на кресле в ночном клубе. Мы делаем раз, Олю так и два, вынесли. потом делаем 3, 4. Помыли руки Да, дезинфектором. очень сейчас актуальное движение. Попробуем. 7, Это 8. подожди, И как? раз, два, 3, 4. Да, он будет говорить When I move, you move just like that. Что происходит? Еще раз. С одной стороны, меня заверуха, метель, заверуха. Just like that. Пробуем еще раз. Давай, Да, конечно. 7, 8. И направо, налево, just like that. То же самое сделаем, опустим руки на колени, сделаем вниз, вниз. То же самое. Мы делаем направо, налево и Я так помню, два раза плацкарт зашел, направо. там была у женщины такая, я попросил поехать в тамбуре. Так, сейчас мы ломаем Я стереотипы. тигрица. Научиться танцевать с первого раза. Ну, Потом мы попробуем сделать только корпус по кругу. Раз, Ну, это легко. два. Руки можно держать где угодно, не обязательно на коленках. Да. Раз, два. Сложим руки перед собой, сделаем just like that. раз, два. Круг. Раз, два. Круг. Да. Круг. Just like that. А теперь надо совместить 3 кусочка вместе. Да вы что? Попробуем. С правой стороны. When I move, you move. Хоп, Just хоп. like that. Идем вниз. Move, you move. 2 раза направо. Ага. И крутим. Up и up. Та-да, да. Все? Все? Ну давай. Ну и Я- концовочку надо Ага. завершить. Давай. Мы идем, смотрите, мы идем назад, Мгм. вперед. Любая позировка. И делаем вверх. Пум-пум-пум. Бум. Да. Пробуем? Да. Мгм. Stand up, Ты же посчитаешь? Чуть-чуть расслабили. Я посчитаю. Да. Я сейчас все забуду. stand up. Начинаем направо. 5, 6, 7, 8. When I move, you move. Just like that, When I move, you move. just like that, When I move, you move. just like that. Hell yeah. Еще я полетел. Самое, если где-то сбиваетесь, самое кажется, надо- главное Импровизировать, да? в конце, да. Да. Просто bring that back. Да. Всё отлично, Теперь да. наша музыка, да? Ну, давайте Только ты попробуем. с нами, пожалуйста, хорошо? Конечно. Кто глубокие Готовы? руки шире, не 5, спешите, 6, 3, 7, 4. 8. Раз. Бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Не спешит, пока еще не Вот это точно фламинго получился. Кстати, а хорошо получалось, да? Прям вот Да, Еще одну? очень А? неплохо. Еще Давай. по одной? Да? Давайте. Давайте. Еще по одной. Мы Ну, готовы. команда готова. Крю, да? Крю, да. Крючок. Ой, это давайте медленно станцуем. 6, 7, 8. И раз, два. На столе, ну, всю ладонь. А. Девчата, мой созрел. У меня под каблуком. Как я Отлично. Молодцы. Мне кажется, Вы- это идеальное движение. Они подходят под любую песню, да? Я Ну, думаю, если что у тебя подойдут под справка любую есть. песню. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях хореограф, основатель студии танцев Денис Синкевич. Денис, расскажи, пожалуйста, ты работал над постановкой танцев, вообще открытия вторых европейских игр. Расскажи, каково это работать с такими масштабами? Ну, это действительно мега масштабная работа, самая масштабная за всю мою жизнь. Ну, эта работа учит многому. Я очень многому научился у коллег, я очень многому научился у московской команды всей, которая приезжала, у режиссеров. Такие большие проекты учат
думать быстрее, принимать решения гораздо быстрее. Критическое мышление вырабатывает. Критическое мышление очень вырабатывается. Когда у тебя на репетиции стоит 150 человек, 150 танцоров, и тебе прилетает какая-то задача от режиссеров что-то изменить, и если бы у тебя было 10 человек в зале, ты бы изменил это легко, а тебе надо смоделировать ситуацию на 150 человек, учитывая реквизит, учитывая нюансы и особенности сцены. Но критическое мышление развивается однозначно. Плюс огромный опыт работы на огромной большой площадке. Плюс площадка была нестандартная, она была круглая. Не было конца площадки слева и конца справа. Это 360 градусов, с какой стороны ни посмотри, везде есть зрители, нету первой линии или последней линии. Ну, такое, очень большая задача была, очень ценный опыт. Денис, мы всем своим гостям предлагаем отвечать нам на вопросы в формате Блиц. То есть мы задаем с Лешей вопрос тебе, и ты должен ответить в формате не более 10 секунд. Давайте попробуем. Попробуем. Самый лучший танцор всех времен и народов. Крис Браун. Какой танцевальный стиль тебе ближе всего? Хип-хоп. Танцевальный стиль максимально далекий для тебя. Балет, я бы сказал, балет. Чего ни в коем случае нельзя делать хореографу? Я уже говорил, это думать про заработок денег. Мгм. В чем находишь вдохновение? В музыке, в первую очередь. Твоя главная цель на ближайшее будущее? Воспитать танцоров, которые будут выше меня по уровню, которые смогут меня вдохновить. Покажи свое коронное движение. Нет такого движения. Денис, а кому из артистов ты бы хотел поставить танцевальный номер как хореограф? Крис Браун, однозначно. Ему Крис бы Браун. поставил, да? Да. То есть это и Мгм. как исполнитель очень сильный, так и Мгм. танцор. Про это очень мало Мгм. кто знает, но он очень с большим бэкграундом танцор, Мгм. универсальный максимально. Мгм. Денис, я знаю, что ты для наших телезрителей подготовил какой-то подарок. Расскажи, пожалуйста, про него. Да, я подготовил подарок. Это майка танцевальной студии Ташлари, то есть, соответственно, майка танцора. Я надеюсь, что человек, которому достанется эта майка, если он не танцор, он оденет ее и поймет, что ему надо научиться танцевать обязательно. А если это танцор, тогда эта майка будет таким артефактом, который придаст больше сил и поднимет танцора на новый уровень. Спасибо большое. Я думаю, это классный подарок. А чтобы получить эту майку, а также много других призов, правила остаются неизменными. Вам нужно подписаться на аккаунт шоу «Подъем», на аккаунт студии школы танцев «Этаж Лари», быть максимально активными в течение недели, и 9 самых активных подписчиков получат призы. Все просто, участвуйте. Денис, спасибо тебе большое, что сегодня пришел к нам в гости, рассказал много чего интересного. Мы классно повеселились, и кажется, что это было круто. Спасибо огромное. Это Спасибо. взаимно. Спасибо огромное. Буду учить тебя новомодным словечком. Вот ты, например, знаешь, что значит слово «инсайт»? Да, это такая, знаешь, важная информация, которая известна узкому кругу людей. Ну, так скажем, секретик. А вот и нет. Инсайт — это магазин модной мужской одежды, и никакой, кстати, не секретик, что там можно одеться модно и со вкусом. Леш, ну что, мы тебя рассекретили, где ты так модно и стильно одеваешься, а теперь давайте раскроем информацию о последних новинках из области современных технологий. Всем привет! С вами Макс Илонов и рубрика «До IT». Современные технологии развиваются со скоростью широкополосного интернета. Чего? И сегодня я расскажу вам о новом проекте Илона Маска, интересном нововведении от компании Harley Davidson и, естественно, о новом устройстве от Xiaomi. Ну что, погнали! Всемирно известный плейбой, филантроп, гениальный инженер и почти мой тезка Илон Маск готовится к грандиозному для его компании SpaceX и всей планеты шагу – запуску первой пилотируемой ракеты МКС с астронавтами на борту. Исторический запуск космического такси должен будет произойти не позднее конца мая этого года. Это событие обещает перевернуть с ног на голову всю систему космических полетов. Сейчас абсолютным монополистом в этой сфере является Роскосмос, и возможность доставки экипажа на орбиту сторонней компании может подорвать имидж Роскосмоса и начать настоящую гонку в создании космического транспорта будущего. С такими темпами можем уверенно утверждать, что от космического туризма нас отделяет всего пара десятков лет.
Титан мотопроизводства Harley Davidson объявил, что все новые мотоциклы получат интересное дополнение в виде интеграции с Android. Теперь можно будет подключить смартфон к информационно-развлекательной системе мотоцикла. Пользователи Android смогут использовать карты, любимые медиа или Google Ассистента точно так же, как владельцы автомобилей. Это значит, что бортовая система позволит управлять звонками, сообщениями, музыкой и голосовыми командами в удобном и привычном интерфейсе. Владельцам старых моделей мотоциклов тоже не стоит переживать. Они смогут провести обновление по USB. Xiaomi выпустила ультрафиолетовую лампу Smart Sterilization Lamp. Лампа может похвастаться компактными габаритами и симпатичным внешним видом, который напоминает микрофон. Устройство имеет два режима работы – ультрафиолетовый и озоновый. Первый уничтожает микроорганизмы, а второй разлагает бактерии и убирает в воздухе неприятные запахи. Процесс стерилизации длится 30 минут, после чего лампа автоматически отключается. Кстати, производитель не советует находиться в комнате во время работы устройства. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. На сегодня это все новинки технологического мира, но уже завтра появятся новые, поэтому будьте внимательны. С вами был Макс Илонов. Пока! Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Леша, а ты знаешь какие-нибудь фокусы, например, с исчезновением карт? Нет, но я знаю фокусы с исчезновением денег с карт. Делаю их профессионально, даже незаметно для самого себя. Это потому, что у тебя карты не те. А какие нужны? Выбирай сам. Малина или мята от БПС Сбербанка. Так а чем так хороши эти карты, кроме приятного запаха? Привилегий куча. Можно оплачивать любые покупки и услуги по всему миру, получить повышенный money-back до 10% на сайте LaModa и также до 3% за прочие расчеты. Дополнительные скидки до 25% у партнеров Лакарт, среди которых спа-салоны, магазины косметики, популярные бары и рестораны. Заинтересовался? Конечно. Тогда еще знаешь, что карты можно заказать дистанционно с бесплатной доставкой, а всю остальную информацию можно узнать на сайте или воспользоваться интернет-банкингом Сбербанк онлайн. Все, что нужно, не выходя из дома. Выходит, это идеальная карта для того, чтобы совершать покупки? Да, а чтобы делать их правильно, давайте посмотрим нашу традиционную рубрику «Модный гардероб». Нет сегодня более популярного стиля одежды, чем спортивный. Количество брендов, занимающихся производством одежды для спорта, постоянно растет. Причина тому – мода на здоровый образ жизни. В 2020-м реалии таковы. Производителю легче продать 10 спортивных костюмов, чем одно вечернее платье. А Лабутен вместо лодочек на высоченной шпильке разрабатывает дизайн кроссовок. Итак, сегодня мы поговорим о трендах в одежде для занятий спортом. Стопроцентными победителями в одежде для зала стали эластичные леггинсы с утягивающим эффектом. И неудивительно, ведь они подобно скульптору, который прячет все лишнее, пока вы стараетесь сбросить все лишнее. Более того, плотные облегающие ткани стимулируют нормальное кровообращение и поддерживают ноги в тонусе. Также вы можете выбрать модификации леггинсов, стильный облегающий спортивный комбинезон. Следующий тренд спортивной одежды – это мода на велосипедки. Их можно носить с абсолютно любым типом фигуры. Самое важное – правильно подобрать длину. Если велосипедки будут слишком длинными, они подчеркнут массивные икры, тогда как при слишком коротких велосипедках может визуально увеличиться верхняя часть бедер. Будьте аккуратны с выбором. Наш следующий тренд – спортивная одежда в стиле ретро 80-х и 90-х. Вспоминаем старый добрый костюм Adidas, коротенькие шорты в сочетании с топами и слитные спортивные купальники поверх леггинсов. Главное во всем этом не заиграться в ностальгию и не выглядеть так, будто вы пришли на тематическую вечеринку. Также спортивную одежду не обошла стороной старая добрая логомания. Несите в зал кричащее обилие названий и брендов, причем они должны быть крупными и бросаться в глаза. А для тех, кто не хочет тратиться на бренды, есть альтернатива. Громкий логотип можно заменить на вдохновляющие надписи. Производители предлагают нам футболки с мотивационными лозунгами. Иногда достаточно прочесть цитату на футболке, и можно продолжать тренироваться с новыми силами. В том, что касается расцветок в одежде для спорта, стоит обратить ваше внимание на классический синий. Это цвет года по Pantone, а также зеленый,
бежевые и черные цвета. Самые популярные принты – цветочный и анималистический. Цветочные расцветки также не собирают создавать свои позиции. С таким принтом можно носить не только милые платья, но и спортивные наряды. А на этом у нас все. Не забывайте, теперь носить в зал старые треники и ту самую майку, которую не жалко, уже не стоит. Позаботьтесь о своем комфорте и красоте. Лёш, ты знаешь, все хорошие фильмы славятся своей какой-то потрясающей концовкой. Например, в фильме «Красотка» Ричард Гир с цветами в зубах полз по лестнице к Джулии Робертс, и это было так романтично. А я вот почему-то не припомню, чтобы в конце нашей программы ты делал какие-то такие жесты в мою сторону. Потому что наша программа это не фильм, а возможно как сериал, и не исключен тот факт, что в конце следующей программы ты получишь букет календулы. Лёш, да ты такой романтичный. Ты знаешь, мне еще календулу никто не дарил. Я вот посмотрю завтра, как ты придешь со своей календулой и мне ее подаришь. Ну а мы с вами встречаемся завтра в тот же час на том же канале. До скорой встречи! Всем хорошего дня!